оперативно подключиться к решению возникающих проблем. Ситуация с COVID-19 в регионах под контролем правительства. Вскрытие реки Уленска. Какие прогнозы? Оперативная информация об уровнях воды и движению ледохода. Образовательная удаленка. Как трансформировалась в России система образования. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. 7 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Якутии за сутки. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев в ходе брифинга. Из них 6 в Якутске, 1 случай в Хангаласском районе, который подтвердился у одного из работников районной больницы. Глава региона уточнил, что в столице все новые выявленные случаи у лиц, контактировавших с ранее заболевшими. Эпидситуация у нас остается стабильно напряженной. За сутки у нас 7 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 6 – это город Якутск и 1 случай в Хангаласском улусе. В Хангаласском улусе коронавирусная инфекция, она сегодня подтверждается, к сожалению, у одного медработника Хангаласской районной больницы. В рамках тех анализов, которые были проведены в эти выходные. По городу Якутску все 6 новых случаев – это ранее выявленные контакты ранее заболевших. В целом по республике у нас сегодня 3 крайне тяжелых больных, за жизнь которых наши медики ведут ежеминутную борьбу. С сегодняшнего дня в Якутске, Жатае, Нижнем Бестяхе, Тексе, Мирнинском, Алданском и Нерюнгринском районах вводится масочный режим в общественных местах и в общественном транспорте. Людям нужны не громкие заявления, а прямая финансовая помощь, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, которое прошло в формате видеоконференции. Начал действовать второй пакет мер поддержки, и на его реализацию уже выделены сотни миллиардов рублей. Важно, чтобы эти серьезные средства как можно быстрее доходили до конкретных адресатов, семей с детьми, безработных, малых и средних предприятий. Людям нужны не громкие заявления, а прямая финансовая помощь. На это неоднократно обращал внимание президент. Коллеги, ускориться нужно всем, и особенно на региональном уровне. Все необходимые решения на федеральном уровне приняты. Средства из федерального бюджета доведены до регионов. Прошу руководителей министерств и ведомств, губернаторов лично контролировать, насколько оперативно доводятся соответствующие меры поддержки до граждан и организаций, и докладывать еженедельно. Помимо этого, по словам Мишустина, правительство России продолжает отслеживать ситуацию с распространением коронавируса в регионах и готово оперативно подключиться к решению возникающих проблем. Очевидно, что ситуация от региона к региону отличается и по количеству заболевших, и по уровню оснащенности медицинских учреждений. Но в каждом регионе, без исключения, медицинские учреждения должны быть обеспечены всем необходимым для лечения пациентов. Поэтому мы выделяем из резерва соответствующие медикаменты, медицинское оборудование, все, что нужно, чтобы обустроить коечный фонд для приема больных. Часть этого имущества из резерва страны поступит в медицинские учреждения тех регионов, которым сейчас это особенно необходимо. А частично будет передано Министерству обороны для оснащения строящихся госпиталей. Всего на сумму более 100 миллионов рублей. При продаже масок и медицинских перчаток нужно будет указывать в кассовых чеках код товара, что позволит проследить движение этой продукции от производителя до конечного потребителя. Такое требование содержится в постановлении правительства, которое вступает в силу сегодня. Документ предусматривает, что код товара нужно указывать при расчетах за любые промаркированные товары, в том числе за лекарственные средства, кроме случаев предварительной оплаты или аванса, погашения займов, вывода из оборота непромаркированных товаров. Режим карантина сохраняется в Алдане. Если выздоровевшие, если новые случаи заражения знает Руслан Павлов, он на прямой связи со студией. Руслан, здравствуй. Расскажи, какая у вас ситуация?
Здравствуй, Юля. Да, несмотря на то, что у нас сегодня в Алдане хмуро, идет дождь, зато позитивная ситуация по COVID-19. Четвертые сутки подряд нет прибавления зараженных, зато есть выздоровевшие. Сегодня несколько человек выписываются из больницы. Подробности нам рассказал главный врач Алданской центральной районной больницы Дмитрий Сергин. Сегодня планируется выписка 4 пациентов, у которых выставлен диагноз «здоров». То есть они получили всю необходимую терапию, противовирусную, поддерживающую терапию, и результат положительный. Поэтому они сегодня с выздоровлением выписываются. Куда они направятся? Домой? Да, они пойдут домой. В перспективе кто-то готовится еще на выписку? Как самочувствие пациентов? Самочувствие всех пациентов на сегодняшний день удовлетворительное, все находятся под наблюдением специалистов, однако говорить о предстоящем выписке еще рано. С сегодняшнего дня по Алдану передвигаться на транспорте можно исключительно только по электронным пропускам. Выданные ранее бумажные уже недействительны. О тех мерах, о новых мерах передвижения нам рассказал мэр города Алдан Александр Бугай. По пропускам сегодня перешли на цифровые пропуска. Многие не получили эти цифровые пропуска. Есть претензии, но работали с управлением экономики, с оперштабом. Не все получили, но спокойнее будет на улицах города. Тем более мы в карантин, и каждый день новые требования по усилению мер безопасности, сохранения здоровья людей. Походим пешком, посидим дома. То есть будут действовать только цифровые пропуски? Да, цифровые пропуска, но обращаюсь еще раз жителям города Алдана, помимо того, что уменьшено количество цифровых пропусков, будут приняты более жесткие меры по передвижению автомобилей по улицам города, вплоть до постановки автомобилей на штрафплощадку. О мерах государственной и муниципальной поддержки малому и среднему бизнесу сегодня в Инстаграм рассказала заместитель главы района по экономике и финансам Елена Ведерникова. Если с федеральными льготами не все еще до конца понятно, то механизм муниципальных льгот уже внедряется. Вот что нам рассказала Ведерникова. Органы местного самоуправления в первую очередь уже в конце марта приняли ряд мер, которые на сегодня уже действуют. Во-первых, одна из мер касается аренды муниципального имущества. На уровне района и на уровне поселений были приняты соответствующие нормативно-правовые акты, которые разрешают по заявлению субъекта малого предпринимательства произвести отсрочку арендных платежей как за имущество муниципальное, так и за землю. Далее отсрочка эта разрешена до 1 сентября в нашем случае. Следующая одна из мер поддержки – это поддержка для заемщиков нашего районного фонда. Тоже она носит заявительный характер. Субъект малого предпринимательства пишет заявление в фонд и просит отложить уплату своего основного долга и процентных ставок на какой-то период. Разрешена отсрочка до 3 месяцев, при этом им придется пролонгировать договор сроком до 6 месяцев. Одна из мер поддержки на сегодняшний день – это снижение коэффициента К2, но это только для тех налогоплательщиков, которые применяют систему налогообложения «Единый вмененный налог». Коэффициент будет снижен до минимально возможного, который предлагает Налоговый кодекс Российской Федерации, до размера 0,05. Карантин продолжается, но, как сегодня предположил главный санитарный врач по Алданскому району Алексей Селютин, что если такая нулевая динамика сохранится еще несколько дней, то можно будет подумать, что после майских праздников карантин будет снят. Юля. Спасибо, Руслан. Надеемся, новых пациентов у вас не будет. Я напомню, это был наш корреспондент Руслан Павлов. Нижняя кромка ледохода на Лени наблюдается в пределах Ленского района ниже поселка Пеледуй. Ниже по течению в Алекминском районе продолжается подъем уровней воды с интенсивностью от 20 до 70 сантиметров за сутки. Вода на льду и закраины. Вскрытие реки Уленска ожидается с 30 апреля по 2 мая. Для ликвидации возможных ледовых заторов в городе запасено 4 тонны взрывчатки. Группа главного управления в составе...
В состав оперативной группы входит 15 человек, в том числе команда специалистов-взрывников. На дежурстве в городе Ленск находится вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра. Для проведения гидрологического мониторинга на реках Лена в зоне ответственности оперативной группы привлечено 10 гидрологических постов. Также на 10 суток раньше нормы начался ледоход на реке Тяня Алекминского района. Уровни воды при вскрытии ниже нормы. На реках Алдан и Амга продолжается суточный подъем уровней воды с интенсивностью от 5 до 15 сантиметров. На реке Вилюй от 10 до 50 сантиметров. В России продолжается цифровая трансформация системы образования. Миллионы родителей уже примерили на себя роли школьных учителей. Они объясняют задания, подключают детей к видеосвязи, настраивают на тот или иной урок. О первых результатах такой образовательной удаленки и о мониторинге цифровой трансформации школ расскажет Айсена Бурнашова. Читай, давай, рассказывай, какая страница, что там надо делать? Кроме видео, что тебе нужно делать? Рассказывай. С утра математика, затем урок русского языка, следом английский и музыка. При этом родителям нужно успевать переключать видеозвонки и следить за тем, чтобы ребенок вовремя переводил взгляд с экрана на тетрадь. Прежде всего хочу сказать, что это, конечно, кошмар для родителей. Дети недовольны обучением, уже просятся в школу. Говорят, что очень устают, очень напрягаются глаза, болит голова. Интернет бесконечно виснет, вылетает. Тем не менее, педагоги постарались преодолеть форс-мажорные ситуации, а родители быстро адаптировались к новым требованиям и создали все условия для образования детей в домашних условиях. Наша республика смогли все-таки вовремя стартовать, вовремя включиться в программу дистанционного обучения. И, конечно, это очень отрадно, это благодаря и родителям, и ответственности каждого ребенка. Много вопросов возникло к самой системе образования, ведь школа и учителя оказались просто не готовы к переходу из офлайна в онлайн формат, учитывая, что цифровизация школ в стране началась еще в 2000-х годах. Компьютеризация, информатизация, сейчас он называется цифровизация образования. Названия разные. Пандемия показала на практике, что школы, педагоги не готовы к такому переходу, не готовы к использованию цифровых технологий. Причем эта неготовность определяется не только техническими проблемами и недостатком интернета. В связи с этим Министерство просвещения России и Фонд новых форм развития образования проведут мониторинг цифровой трансформации школ страны. Ключевая задача исследования – выявить интересные решения выхода из форс-мажорной ситуации и создать рекомендации для учителей и школ по использованию цифровых технологий. Мониторинг стартует в августе этого года. Эксперты будут ездить по регионам России и проводить опросы в школах. Нам важно, чтобы были не лучше, а обычные школы, любые школы, в которых просто идут процессы цифровой трансформации, в которых могут быть свои проблемы. Кто будет участвовать в мониторинге в августе, в сентябре? Это дети, это учащиеся, 9-11 классы, это учителя, и это администрация школ. Известно, что опросы и исследования будут анонимными. 13 регионов уже приняли участие в апробационной модели мониторинга. Впереди участие еще 50 регионов страны. Мы ориентированы не на исследование компетенций педагогов или наличие железа в школах, программного обеспечения. Наш мониторинг ориентирован на исследование процессов того, как все это используется в интересах системы образования, образовательного процесса. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва, Казань. Будьте всегда в курсе главных событий с телеканалами НВК Саха и Якутия 24.